Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Сегодня наступил Новый год, и, наверное, все от вчерашних празднований некоторые отходят от этих праздничных дней. Конечно, Новый год все ждут. Каждый год по-своему. У кого-то есть мечты, у кто-то хочет наметить планы на будущее. Но как бы там ни было, оно всегда проходит празднично, весело. Всю ночь у нас гудел наш город под моими окнами. Конечно, спать очень хотелось. Я-то лег спать, но никак. Вот это. И сперва я хотел видео снял, но было не то. И снял вторым дублем. Но, знаете, бывает эти пара фразочек, пара вот этих слов. Из-за этого потом нужно все видео удалять. Вот ты же не можешь себя не то что проконтролировать, так как ты не профессионал, ты не можешь это поставить на паузу или, я не знаю, смонтировать. Вы видите многие видео этих блогеров, они все смонтированы. Конечно, цивилизация еще не дошла до нас, поэтому обессудьте то, что мы можем. Одним дубом, можно сказать, лайф мы вам передаем, рассказываем. Я как раз себе проснулся, сделал себе горячий чаечек. Хочется сахаром, но придется без сахара, потому что вчера ел торт. Немножечко нужно смотреть за свое здоровье. Эти проблемы, которые и не проблемы. Вчера ночью проснулся от этих шумов, вот этих гуляющих, их криков. Потом не мог долго уснуть. Конечно, я думал о чем я мог подумать. Думал о том, вот как этот год прошел у меня, что я узнал. И очень много вопросов, которые требовали от меня ответа. И я потом думаю, как мне поступить. Да, это эмоциональные речи, это часовые ролики, это, конечно, это хорошо. Но, знаете, нужно, скорее всего, подходить профессионально к этому. И когда у меня информация по-любому, вот вся информация есть, просто я разрознен. Даже про это Аудаева я мог не просто так написать в течение 20 минут вот этот спич свой, а просто хорошенько рассказать. Но так как он никто, и нет оригинала, ничего, вот это, ничего не сохранилось. Какой-то фантазия, какой-то фантазер, писатель, который вдруг решил, что вот нужно же, чеченцы, это, конечно, марка. И вот он решил вот придумать вот такую историю про чеченца, основного офицера, который вот так отзывался о чеченцах. Главное, чтобы он был основной, и деньги платили ему из российской казны. Это кто заказывает музыку, тот и поет, то мы поем. Это понятно, конечно. А еще он поселился за затейком казацкой, вот это, казацком станице. Мы знаем, вот они журналисты расследуют, вам все подробно все это описывают. И вот это какая-то чеченская история, которая захотела вот монографию, и так как она 100% жила это в Москве и общалась с этими ингушами, и тем более преподавателями тоже были ингуши, вот этот Зарема Гойкова, вот вы не знаете, это она во время депортации окончила это Бишкекский, киргизский пединститут, раньше же были пединституты вместо университета, это потом, в конце 60-х, начало 70-х начали называться университетами. И вот тетка там уже закончила
то дочь номенклатурного работника, большевика, который близким другом Солженицына и членом ВК, вот в 18 году он вступил в эту большевистскую партию, там, не партия, а как бы сказать, вот членом этой комиссары, короче. И дядька вот там же туда ходил, два ингуша, немного было. Вот в этой своей связи, то, что этот Сергей Орджоникидзе бегал в этих Ярахских горах, вот они его спасали, но воспользовались по полной своими привилегиями, и вот эти советские власти дядьку доигрался, его расстреляли в 29 году. Наверное, слишком много хотел от этих большевиков, слишком много преференций требовал. Им выгодно стало его просто поставить к стенке, и мокрое место от него осталось. И вот такое дело. И, конечно, версия Ингуша совсем другая, но вот знаете, вот этот, ты же, они родился князем, и ты простой какой-то непонятный труженик. Вот это меня удивляет, как эти люди находят свою звезду, вот становятся такими влиятельными людьми. Поэтому я всегда этот пример, это Голливуд, вот у меня всегда перед моими глазами, это, конечно, с одной стороны, как бы пошло кажется, это что-то мужчина, чеченец такое говорит. Но знаете, нам же, а не стыдно это щелкать вот этот телефон, вот эти фотографии, вот это смотреть видео всяких вот этих девиц. И почему я должен, когда есть наглядный пример, почему-то я должен себя придерживать, вот это, вы же все смотрите, вот это, у вас, вы 24 часа в этом интернете, и там, я извиняюсь, и только курсы английского языка, и вот этот документальный фильм, там много всего, поэтому я, так как это наш современный мир вот так далеко прогресс пошел, я со временем, конечно, вот такие небольшие бывают ремарки, конечно, это к месту, многим кажется, не место, потому что если я договаривал бы вам вот полностью, что я хочу, что вам хочу сказать, вы поняли бы суть моих вот этих высказываний. Я, конечно, не профессиональный блогер, но Бог мне, знаете, что дал? Вот дал мне ум. Вот я не знаю, кого я должен благодарить в своей жизни, что я да, я и речь, у меня была личная трагедия, 8 лет меня или пытались быть, я не знаю, или кто-то хотел меня бросить с 100-метрового обрыва, там, в горах это что-то было. Я просто знаю, что я не мог, что-то со мной случилось, детства, и вот это я обрадовался, что я остался жив, несмотря на много, вот, скорее всего, запись следующего чеченца тоже, наверное, моя бабушка тогда, когда вот это была депутата, вот много было вот это обид, наверное, и многие пытались, даже эти соседи наши, скорее всего, вот завистники, и вот этот, и вот что-то было, которое я, конечно, в глубине у меня сидит, это психолог, скорее всего, мог бы разобраться в этом, но я примерно знаю, что со мной произошло, поэтому, знаете, вот я посчитал, я 6 раз избежал своей смерти, 6 раз избежал. То попал в снайперский обстрел, когда в Чечне, это до 2 войны, вот это тоже. Ночью пошел за это водой, 2 недели в этих подвалах, скот, а воды нет, зима. И вот вынужден был просто пойти ночью, 3 часа ночи, почему-то пошел родники, а там эти снайперы стреляли в мои ноги, вот я, вот, знаете, рикошетило все. Потом я 6 этих мин прошел, представляете? Там поставили 6 мин, я это минное поле прошел, со мной ничего.
а не произошло. Ребенком я помню, что я просто упал с скалы, огромной скале, и вот меня увезли в больницу, тоже я лежал в больнице. А потом еще была вот это я часы, которые огромные часы, наверное, любознательный был, не мог, наверное, останавливаться на одном месте. Вот я открыл эти часы, это пружина, прямо в глаз, даже помню, как я остался живой, и вот шрам даже, и, вот это, и самое главное, это бровь рассекло мне, спасло, что только бровь полностью рассекло, вот тоже операцию я пережил. Бывало, очень, помню, с поезда сзади упал, представляете, с поезда на рельсы, они двигаются, поезд стоял, и я сзади упал на эти рельсы, на поезд, с поезда упал на рельсы. Вы представляете, что это такое? И очень много всего в моей жизни было, и я не знаю, для кого-то, для чего-то меня Бог бережет, и поэтому я не могу просто так сидеть равнодушно, наблюдать с тем, что происходит в моей родной земле. Тем более этот народ многострадальный, он пережил немало страданий. И вот удивительно, что самый близкий народ, самый, как бы сказать, родственный народ, вот это меня удивляет, вот это меня дико шокирует, что вот они русские нас хотят уничтожить, а вот братья ингуши, вот джекпот, вот я открыл в 2005 году, джекпот, вот узнал, что вот это ингуши хотят, залез на все наше, хотел бы нас, я не знаю, как эти дикари, арвары, которые их опять русские офицеры, типа Аудаева, вот это, что они арвары, ари, и вот это я верю, даже тогда, 200 лет тому назад, они, скорее всего, мы тоже их от себя отделили, испорченную ветвь. И нам они тоже нужны были, наверное, облегчением вздохнули, когда эти непонятные элементы от нас ушли, и нас уже мы вздохнули. У нас не было вот этих праздников на 24 часа, не было вот этот хэппи, мы не смеялись, мы боролись за свои территории. Вот все хотели у нас все отобрать, все вот это. Мы, скорее всего, как это маленькие ингушеты, вот Россия так и хотела, чтобы мы были маленькая, незрачная республика, которая вот, захотела русский сапогом раз задавить, раздавить. Вот мы 200-300 лет, вот это только в войнах мы оставили свою вот эту территорию, свою свободу, свое достоинство, свою честь. Вот чеченцы всю свою жизнь вот так, а вот эти любители легкой наживы, если вы находились на этом диком западе, вот где-то американских вот этих просторах штата Кентукки, я мог бы представить, что вот пьяные ирландцы, которые решили уехать из старой Европы за хорошей долей, сели на этот Титанике, вот типа Титанике, вот на эти корабли, вот они искали хорошей доли на Диком Западе. И вот даже вот Кавказе, вот счастливцы, вот это, я не знаю, судьбы, балованные судьбы, вот эти ингуши, которые продавались оптом и бродом. Главное, что вот хорошая дружба, хорошая дружба. Почему вот хорошо? Вы 70 лет жили на нашей шее, 70 лет мы вас кормили, 70 лет мы, как за маленькими детьми, вот за вас это все вот почищали. И вы вот это все, вот это, не можете с нами. Вот с нами подружиться вы не хотите. Вот уже подружились с этим осетином, вашими кровными врагами. И русским, понятно, русский сапог, и ваши деды, ваши прадеды, все вот поклон царю в гору, владыка, эта тропа была уже у вас понятная, вот ходить туда, и потом на все эти адыгские, кабардинские, чеченские, вот все эти стороны, на них
говорит, за спиной это говорит, и выпрашивает, вот это, поэтому у вас немало, вот такой маленький народ, ну, тогда, это вообще был маленький народ. Сколько у вас генералов, вот скажите, вот царские, даже сейчас, теперь в России, вы за батюшку Русь, да, вы будете и воевать, если надо. Это же очень просто. Легкие пути, знаете, я тоже искал бы легкие пути. У меня все есть. Вот зачем мне надо про вас думаю, про чеченцев, которые от меня они очень далеки. 7-8 тысяч километров от меня они живут. Казалось бы, я уже смирился со своей судьбой, что я обратно, скорее всего, они попаду в эту Чечню, потому что я иностранный гражданин, у меня фамилия, имя, все вот иностранное, я по логике вещей не смогу никак попасть в эту Чечню. С одной стороны, это хорошо, потому что, знаете, находясь там, все равно не хотелось бы, вот хватает этих идиотов, чеченцев по всей Европе, этих ишкеринцев, этих чеченоговорящих из Чечении, Ингушетии, которые любители этих ингушей. Вот еще мне не хватало поехать в Чечню и против своего народа что-то там говорить. Но, знаете, я такой открытый человек, я не подбираю слова, если я вижу что-то несправедливость, я вижу что-то неправильные вещи, и я это говорю прямо. Я, как всегда, у меня, когда забирали город Санкт-Петербург, города Санкт-Петербург, самый главный кабинет меня забрали, хотели в стене поставили меня. И вот этот, я представитель города Санкт-Петербурга, вот на меня кричал это пальцами, в стене меня поставили, что хотели спугнуть, сейчас спугнуть. А я им сказал, вы знаете, мне пальцем не тычьте. По какому поводу вы меня взяли из моей квартиры и привели сюда? Вы повод скажите. И я, да, ты пожаловался, там, Международная организация, Совет Европы, Организация Объединенных Наций. Я говорю, да, я пожаловался. Я написал 300 жалоб на вас и напишу еще 300, если нужно будет. Я поэтому говорю, все эти посольства, это послы, было какой-то вот это, меня приглашал многие посольства, многих стран, и письма мне домой, каждый день по 20-30 писем иностранных государств, вот этих посольств, Канады, Австралии, ну вот, чтоб там только не был. И вот этот, лично со мной встретился пресс-атташе французского посольства, пресс-атташе Германии, многих стран. Вот министр Швеции по делам иммиграции приехал в Санкт-Петербург, со мной встретился. И я был уже введен, Брюссель отправили в Совет, не Совет Европы, это Европейский Союз, мои данные отдали, что вот такой человек. И мне сказали, на любой границе Европейского Союза, или где ты окажешься, мы тебе сразу дадим политическую убежище. У меня было предложение приехать в Сан-Франциско, Лондон, Осло, очень много было. Вот эта международная амнистия. Многие мне пытаются помочь, но как мне помогут чеченцы, которые заключены вот это гетто вот в Санкт-Петербурге, где российские вот эта шла война, и они считали меня врагом номер один. Хотя я был мирный чеченец, знаете, очень современный чеченец. Я бороду не носил там, я не знаю, какой от меня возраст, что там только они насчет меня они придумывали. И самое главное, отказывался давать мне паспорт. Между же не было же паспорт. Я перевернул весь мир, доказал им, вот поэтому они меня забрали. Это города хотели, чтобы я там, не знаю, что там, от испуга там, не знаю. Конечно, среди чеченцев была началась паника, сказали, что забрали самое главное управление городами. А я не боялся. Пытались сломить меня. Если я пережил эти две войны, пережил это, несколько раз свою смерть, кого мне, чего мне побояться?
И я вот показал там стойкость. И еще я-то хорошо вот так со мной. И я просто подал в суд. Самый дорогой адвокат города Санкт-Петербурга вот за мое дело взялся. Он на 6 страницах вот это, на этот город Санкт-Петербург жалоб подал. До сих пор они ищут меня. Не верят, что я уехал из этого города. Федеральный розыск меня еще объявили, там, что там только не было. Я ничего никому не сделал. Просто я чеченец достоинств. Вот я свои достоинства, я никому никаких обстоятельств не отдал бы. Вот это, когда это понял, что я поднятый головой, это вот так должно быть, товарищи мужчины. Вот когда вам выгодно, вы не можете. Вот я тоже мог бы сделаться с совестью и податься на их горы. Скорее всего, они меня бы еще завербовали. Знаменитый чеченец, знаменитый чеченский беженец, еще язык на русском языке. Я раньше говорил хорошо, сейчас-то я забыл этот русский язык, 20-25 лет я не говорю поэтому. Очень сложно, и некоторые слова уже забываются, потому что иностранная речь, это все из оборота уходит постоянно, если они говоришь. И вот много, знаете, этих ваши вот эти, вот я уже устал, честно, уже, я не знаю, сколько мне еще это мучение, это переживания, эти вот какие-то глупые вещи, которые налицо, как можно это пропускать, как можно с этим соглашаться. Мой укор, вот я вчера сказал, укор Рамзана Кадырову. Ты мог совершить любое чудо, ты совершил чудеса. Почему ты не можешь вот такую мелочную вещь? Может, ты неграмотный, ты просто не знаешь. Потому я-то знаю, я крутился в этих областях. В фильме про меня фильм сняли. Я даже находясь в Санкт-Петербурге, вот пол всех этих газет, везде, центральные газеты про меня писали. Я везде. И вот я просто смотрю на это вот в канале. Это не просто так. Это понятно, бывает, человек обиделся, ему не понравилось, вот это, вот все почему-то говорят, в 2018 году, если Рамзан Кадыров так бы они сделали бы, это не подписал бы, это не было бы, ингуши были бы мирные, они любили бы нас днем и ночью, это неправда, вы всегда ненавидели вас, вы всегда презирали нас, это у вас черная зависть, это скрытая враждебность. Поэтому по вашей, если вот этот Зязиков, хорошо, что его расстреляли. Вот этого провокатора, вот этот Идриса Базорки надо было, как бы, ЧССР немножко взять его за это. Он же проводил там пропаганду всякую, античеченскую. В 1973 году митинг устроил, этот Зязиков, что ему было? Ничего не было. Наша советская власть, тогда войска в Грозный ввели, хотели их встретить вот, в площадь. Хотели ввести войска, и депутаты Чечен-Ингушской АССР, Верховный Совет Чечен-Ингушской АССР, женщины, там и наша бабушка, и все вот это, еле-еле вот это кровопролитие грозное. А вы хотели это кровопролитие. Вы не пошли в город Орджоникидзе требовать ваш Владикавказ обратно. Вы не пошли в город Назрань, и там требуют. Все собрались бы все ингуши города Грозных, вас 70-80 тысяч бы, туда бы приехало бы, с Осетии у вас 100 тысяч ингушей бы приехал туда, и у вас местных вот это там 50-60 тысяч. Вот вы 300 тысяч, 400 тысяч митингов вы не устроили? Вы нет, вы в Грозном против чечен, чтобы русские, чтобы там не в Орджоникидзе это провокации, они на Назране, а в городе Грозном. Это вот так у вас. Всю свою жизнь, вот это, я это беру, это Зарема Гойгова, историк, она работала вот это в Чечен-Ингушском университете всю свою жизнь. Во многим, наверное, это имя никакого не имеет значения, потому что вы не слышали. Они вот так тихие, вот это Ибрим Дархи, это вам сказать, что он очень известный человек, просто вот он, когда в Чечне, он забурился, ни одного слова, вот в 1979 году написал эту книжку, чтобы хотел написать про этого Идриса Базор, что великий писатель, а не мог, потому что КГБ Чечен-Ингушская ССР его преследовал за эти 1973 год.
Вот он в 79 году, типа, ингушские писатели 30-х, 40-х годов. Вот эту книжку, что вот описать вот это, своего вот это родников. И вот сидел в Владикавказе, руководил, представляете, антисоветской деятельностью, это же антисоветская деятельность, 50 лет Советскому Союзу, Чечен-Ингушетия, это очень огромный город Северного Кавказа, промышленный город Северного Кавказа. И вот это, и там люди уже готовятся к праздникам, и вот они устроили вот эту провокацию. Наверное, некоторые вас жалеют, мне вас не жалко, товарищи мужчины. Вы так легко жить, так свободно, продаваться, вы знаете, ничего у вас нет. Поэтому вот такие вот, многим кажется, удивляют, а что ингуши вот такие странные, вот какие стрёмные. Это с тех, вы знаете, с Ермоловым, как они договаривались, как они вот это все делали, их милиция, они были, потом хотят, вот, чеченцы были милиция. То, что они сразу провоцируют на нас. И вот это, столько вот этой подлости, столько предательства было тогда. Тогда не было социальных сетей, они все это выкладывали. А сейчас, в наше время, это человек, немножко понимающий вот эти структуры, немножко понимающий вот эти связи. Вот человек может, вот какой-то сектантского вот это, поэтому я понимаю, что это. Я не могу сейчас рассказать, вот кто что, я знаю, что это такое, потому что если ты находился среди наркоманов, ты знаешь, как эта структура работает. Наркоман идет к наркоману, представляете? Вот так. Кто обращался в гейских, я не знаю, в каких-то кругах, или давайте это не будем, это звезды, вот они это притягивают, как магнит, они, вот эти люди друг друга притягивают. Если ты проститутка, вот все окрестные мужики к тебе тянутся. Вот это не просто так, это люди, вот какой-то одной идеей, с одной целью, какой-то вот это, нет, это начинается с малого, это знакомство, это где-то институт, где-то вот это университет, какой-то приглашает на телевидение, вот так знакомство, потом ходит по рукам. Вот их это сближает, вот это у них вот это, они потом собираются сами и вот обсуждают этих всех вещей, когда они побеждают, ой, смотрите, смеются на чеченцев, какие они лохи, как мы их пальцем водим. И главное, мы-то не можем ничего сказать, потому что мы же не можем вот это переходить вот эти рамки. Мы не можем сказать, знаете, вы продаетесь, вот поэтому вы вот такие. И, конечно, вас крышуют, им нужны такие. Вот воспользоваться. Они же не могут снова с танками в город Грозный войти. Не смогут. Знаете почему? Это не тот город Грозный, который был советским, пятиэтажный. Нет. Только одна шестиэтажное здание было вот это возле этой реки Сунж, 16-этажное. Одно здание самое большое. И было вот этот президентский дворец, по-моему, 30-этажный, 25-этажный. 20, ну, такой. Это две только в городе Грозном было, две огромных здания. 6-этажный вот этот жилой комплекс и вот этот президентский дворец. Больше не было. Все пятиэтажные, двухэтажные, трехэтажные дома. Знаете, Сталинград, кто смотрел Сталинградскую битву, даже вот этот Бангкок никогда никто не сможет захватить. Знаете, да? Если сверху вот это кто отставит свою независимость, вот эти люди военные сверху, снизу вот этим русским надо, и снизу вот 20-этажные, сейчас 30-этажные все дома, 30-этажные, сотни домов в Грозном, 25-30-этажные. И вот как захватить этот дом? Они будут годами этот дом захватывать. Тем более эти дома в Грозном, они такие узкие, как Бангкок, потому что Бангкок земля очень дорогая, они узкие. А целый жилищный комплекс. Это вы представляете, да? На 200, на 300, на 400, на 500 метров, сотни, даже тысяч квартир. И эти люди могут спокойно, это невозможно захватить с первой
этажа на второй этажа, на третий этаж, на четвертый этаж. Это не маленькие дома, это Грозно вообще, вы видите, сейчас очень сложно будет. Это вообще сейчас современные войны, это не это раньше это было, не было вот этих средств коммуникации, ничего. И вот это, и танки и тужили, и вот они вот физически захватывали дома, вот как в Сталинграде. И все прошло. Это невозможно будет. Это еще будет строиться, еще очень много вот этого всего. И это не тот Грозный. Вот вы, мечтатели, ждете Третьей Чеченской войны, но вас ждет очень... Не дождется, короче. Не дождется, потому что это невозможно. Вот в вашем названии такой вариант возможен. Возможен. И скорее всего, я так уверен на 100%, вся эта провокация будет связана с вами. Вот что-то вы там намутите, товарищи ингуши. Намутите. Ну, конечно же, не успокаиваю. Сейчас, раньше это было как, заказчик был один в Москве, сейчас заказчики им на Зране, Магасе сидят, и в этом Махачкале сидят, которые дагестанцы, миллиардеры, миллионеры. Разные, и в Грузии сидят, и в Украине сидят. И вы двоитесь. Сейчас, раньше были двойные агенты, сейчас тройные, 4 продает всем. Продается, кто платит, тому продается. Заинтересованы все, знаете, вот этот Чечня, Татарстан, Башкирия, вот 3 кита, которые держат Российскую Федерацию, и вот эти 3 народа, которые будут, скорее всего, определять именно, а не России, которые русские, у них тоже 40-50 этих областей русских, но вот именно национальные вот эти 3 кита, вот чеченцы, башкирии, татарцы, вот эти 3 народа, которые определят в будущем судьбу России. И вот это, конечно, вам это, рядом с вами это все происходит. Рядом с вами такие, все хотят туда, к вам никто не хочет. И вот вас это гложет, конечно. Как это можно, почему у нас так, а в Чечне вот такой вот масса вот эти стройки, вот эти. И, конечно, это центр, это центр. Представляете, если Грозного был бы Оля или Рамзан, когда такой хозяйственный руководитель, вот он бы Махачкалу, он в золото превратил бы, в золото. Вот ничего, справимся. И так есть это Грозненское Черноморское море, вот это Тезана хватает. У вас даже вот этого нет, поэтому будете строить эти камни. Это бесконечно, знаете, это, я понимаю, это башня с таким расчетом, что там может быть гостиница, там может быть вот люди, вот какой-то магазинчик, там понятно, вот такие башни комплексы строить. Вы сами живете на здании Магасе, а вот вы почему-то в горах, безлюдных местах эти камни вот строите. И какая-то структура, какие-то дороги, асфальтные дороги. Какой-то вот, знаете, даже во многих странах есть и темпли, мемпли, вот и даже вот это буддийские очень красивые храмы, но там же какая-то структура рядом. Должно же быть, потому что вот человек, когда приедет из ваших гор прекрасные, и там проживет, там, я не знаю, летом, цветы, там, зелень. Конечно, опасно, это дикие животные, но все равно как-то можно было вот в этих местах, вот как-то туристические гостиницы хотя бы строить. Нет, у вас вы просто живете в одном месте, а башни строите в другом месте. Поэтому Чечня их не строит, просто только в населенных пунктах восстанавливает и их не строит там. Единственное, это Хайбах восстановили, потому что это связано с трагической датой нашей истории, с депортацией. Вот такой.
такие дела, конечно, в наших городах, наших поселках. Ну, вот такое, вот, что может быть лучше. Вот я смотрю сейчас на этот Бангкок и думаю, ой, сколько там несчастных судеб. Столько, вот, знаете, да, картинка всегда, она всегда бывает красивой. Это только одна часть, их много, вот это площадь Сиам, где-то торговый центр бесконечно. Вот гостиница Новотел там, вот сзади вот этот дом, как пружина. Вот это самая знаменитая локация города Бангкока, откуда фильмы все эти, или сериал в этом доме снимают они. И вот в этой локации, вот это все. И я не знаю, честное слово, просто очень сложно, конечно, имея кавказское сердце, даже говорит про этих ингушей в таком роде. Вот они без зависти, без стеснения, без ничего. Как не, вот даже вот мне они пишут в комментариях, какой-то высокомерие, какой-то чванливость, какой-то, не знаю, могло вот такие, среди таких людей, среди такого вот этого воспитания, что-то конкретно это сделал. Это я всегда говорю, это не книжка, это сказка, вот это, как этот Толкой написал вот этот, или Гарри Поттер, да, Гарри Поттер ингушский. Там все есть, и Бог есть, и Амазонки есть. Все, что могло, все они предусмотрели, конечно, в этом своем эпосе. И вот это много, скорее всего, наши предки тоже будут удивляться ими. Мы-то, понятно, столкнулись с ними, их подлостями, их интригами. Ну, знаете, это раскроется. Шулера очень легко раскрыть. Они очень легко раскрыты. Так что просто нам придется ждать и будем смотреть. Потом будем сидеть, удивляться, что какая-то русская судьба. Оказывается, чеченцы ни при чем. Бедные, несчастные мужчины. Вот еще они еще это только начали. Они вот так сперва решили все прибрать, а потом начнут рассказывать сказочки про несчастную судьбу, как их все соседи хотели ограбить, как у них отнимали земли. Вот это еще будет, как будто в имам Шамиль только и мужчин воевали, никто причем не был. Вот вы 25 лет, это сейчас будет, это будет. Это мы еще очень много всего увидим, потому что это проект России. Оно вот это, тогда они вот так сделали. Сейчас просто маски бросили. Зачем нам вот это война? Вот пусть они будут вот такими легкомысленными. Вот то, что вы можете заходить, мы им ничего не будем говорить, вас в тюрьму не будем сажать. Только в 2018 году они немножко их спугнули. Пару человек, этих провокаторов, посадили в тюрьму. И вот так. А сейчас снова они, потому что они же знают, на какие конторы они работают. Я уверен, вот и даже Идрис Абади, вот, не посмел бы свой род, Сарджин Султыга, не смел бы род, если на конторке они работали. Вот даже этот Танзила Чабиева, тройной агент, наверное, как-то Матхали. Вот так у нас все. Очень простенько, быстрому, вот быстро по-быстрому. Это как в фильме, успели добежать до канадской границы. Вот то же самое. Это в каком-то американском фильме все это описывается. Знаете, вот это COVID-19 был описан в 1991 году в каком-то фильме. Кассандра, что неизвестная инфекционная болезнь, какой-то пассажир сел, вот в Женеве, сел на этот поезд, он заразил вот это, когда этот поезд двигался, заразил всех этих
поезде, и весь мир испугался, там Организация Объединенных Наций решала этот вопрос. И вот они, Международный Красный Крест решил всех этих людей не выпустить, эти все вагоны отпечатали этими металлическими пластями. Короче, был кошмар. Вот это даже, вот тогда вот это ковида не было, точно ковид они описали, 20, даже не 19, это 25-30 лет тому назад, точно такие же действия, как и с короной. Вот все маски, все это закрыто, все вот это тоже они за 30 лет это все описали, американский фильм. Точно так же описали вот это теория заговора вот этот фильме. Я не знаю, по-моему, Николас Кейдж там, я не знаю, кто там, вот этот, как это называется, это, какой-то известный актер там снимался. Вот я не знаю, это какой-то фильм был, какой-то заговор, какой-то вот это. И самое интересное, самое главное, здесь в самом первой картинке, когда фильм начинался, вот это человек должен был запомнить, что вот это. И вот это один только фрагмент мог видеть, что вот это, а неправда. Но это так в жизни бывает. Вот с самого начала, вот как люди показывают, вот это так они и есть. Вот они как показали в 1810 году, побежали. Сейчас хотят сказать, и чеченцы туда, как чеченцы, ингуши, официально чеченцы, когда после Кавказской войны, только вот ваши сказки, где-то вы сами написали, где-то вы подделали. И я еще хочу рассказать про одного парня, 19-летнего ингуша, который причастен к всему. Вот это, сейчас ему 27 лет, он начал в 2018 году это, тоже мы раскрыли, мы это знаем, что есть, существует ингуше такой парень, который все вот это, да, он, наверное, очень технологически как-то подкован. Вот, представляете, он вот тоже, вот этот вчерашний мой ролик про это Зарема Ибрагимову, вот это вот все он вытащил со всех вот этих. Он сидит онлайн, все это вытаскивал, все эти книжки, все, что можно. Он вот уже 134 тысячи книжек. Они говорят, что он прочел, но это неправда. У него какой-то немыслимые баллы. Вот этот человек, вот это все, это даже вот это. Я как его нашел, вот это манускрипте, вот это Зарем Ибрагима, он там тоже. Типа, как человек прочел, я спокойно нашел. Мое удивление было, когда он зарегистрировался на этих сайтах. Представляете, 25 декабря 2018, когда мужчина вот тогда у меня все совпало. Вот этот парень, ему тогда было 19 лет, и вот он ему 19-20, я не знаю сколько, сейчас ему 27 лет. Вот он все это, представляете, вот просто они больные, вот, с ума посходят, вот, все как сумасшедшие, как, не знаю, вот это днем и ночью, вот это все вытаскивать с этого интернета. Вот все, что можно, вытаскивать, а потом они все оформляют под мышей. Вот, мы только знаем то, что связано с нами, чеченцами. А вот представляете, что связано вот это осетинцами, это кабардинцами, это балкарцами, карачайцами, адыгейцами, это аварцами, лезгинами, даргинцами. Это нам еще предстоит раскрыть. Только мы знаем, что вот мы внимательно смотрим на них, мы видим, что это наше, они украли. А еще нам предстоит очень большие потрясения, очень большие открытия, потому что когда раскроется все это, понятно, вот это адыгское обычай, вот этот сразу, это наши ингушские, ну это уже видно, что они там творят. Вот это, таких, скорее всего, не один и не два у них. Сейчас, тем более, Миша Куцари открыл цифровую академию в Магасе, и вот сейчас они будут, наверное, всемирную историю. Так-то они только просторы России все обчищали. Сейчас будет весь мир, все эти карты, все эти фотографии, все, что можно, они вот украли. Вот он, вот, скорее всего, за эти 8 лет, за 8-9 лет, он почти 134 тысячи вот этих, вот все это выкачал, вот все, откуда вот это. И вот потом удивляется товарищи чеченцы, вот появляются вот фотографии, вот эти.
И вот просто собирает человека, а потом нужные люди, вот этот Бузуртан, этот Чачабиева, этот Зауров, вот этот Абадиев, вот все эти ингушские шобы, вот они вот потом оформляют это в произведение, книжечку, историю, нарский эпос, все вот так, все крадут, все вот так вытащивают. И вот представляете, вот молодой парень вот таким, это же, это кого вам, никого не напоминает, а мне напоминает Идриса Базоркина. Вот он 11 лет я участвовал первый съезд ингушей. 11-летний парень. В этом, вы представляете, 1921 год, какое-то время, какая-то была нищета, голодные года. Вот какой-то парень откуда-то участвовал в это. И потом это Ибрагим Дархиков тоже, пламенный революционер, прибежал с этой выселки 57 года, сразу поступил в Грозный университет, сразу, потом после окончания, сразу устроился. Комсомолка, вот эта Зарема Гойгова, дочь известного вот этого ингушского большевика, революционера. Сразу то же самое, сразу же на работу после выселения. Не свой родной Орджоникидзе мы не хотим. Это не те масштабы. Нужно в Грозном, чеченское все. Поступил план захватить все чеченское. Все, мы массово двинулись в Грозный, все захватывать. И захватили, и захватили. И вот этот Дархигов, представляете, бурная деятельность, он, когда в Чечне 60-х годов, вот 60, с какого года он там преподавал. Вот он в 57 году поступил, в 62-м или 2-м, когда это Исаак Кадзой, вот с его другом, поэтом, приехал в Грозный, вот тогда он уже преподавал, уже молодой парень начал преподавать, там 24 лет, 25, я не знаю как. Вот никак, ни одну вот это Гойгу историю, какой-то очень известный человек, это Зарема Гойгу, ничего про чеченцев. Вы спросите, что они описали? Вот за эти 20, 30, 40 лет, когда они жили в Грозном, нет, ничего. Спросил ингушей и чеченский. Вот ничего, вот какая вот деятельность была такая. Только вот если мы не пишем про ингушей, значит мы не пишем про чеченцев. А между прочим, это Ибрагим Дархиков в 1958 году уже бегал по этим горам, искал ингушей, ингушские следы, ингушских амазонок, там, я не знаю, что там, это в чеченских горах он искал, но что-то искал. Уже через год студентом, вместо того, чтобы учиться, нет, бегал ингуши, и все ингушское. Вот. А так, мы живем в Грозном, и если нам они разрешают, у нас же был только один историк, Виноградов, официально, тоже Грозненский университет. Все, вам не кажется это странно, вот этот историк Зарема Гойгова, вот этот Виноградов, вот этот Шукри Далхигов, вот этот краевед, и очень много их там. Вот это Далхигов, понятно, это уже комсомолец с стажем. Вот так у вас ползают. Когда в Чечне ничего. Если русский не напишет, мы про чеченцев ничего не будем писать. Занимали эти должности, эти кабинеты, писали все вот ингушское. И вот так вы все. А сейчас прибежали 30 лет вашего. Наши чеченцы, ингуши, это почти, если считать чеченского округа, 102 года. Она постоянно, его никто не ликвидирует, только вот эти годы выселения, 13 лет вот была ликвидация, типа Грозненская, нет, даже он сохранял свои территории в составе Грозненской области, просто чеченцы там, они проживали. Наша территория всегда была какое-то государственное образование, и вот вы не смогли найти ничего, и Шато, и нигде. Вот только Эрзи. Вот это я тоже помню.
вот эти Эрзи постоянно, это в 82 году начали реставрировать эти Эрзи, как Чеченский башенный комплекс. Сейчас она оказалась на территории Ингушетии, конечно, Голощёс уже захватили, хотели еще и дальше прибрать ее своим ручищем. Много вопросов этим историкам ингушской национальности, которые массам писатели, десятки, это же масштаб очень, все наши чеченские села там, никто их книги не сдавался, ничего, вот это, вот вы, мужи, массово там все заполонили эти издательства, все, везде вы были. Это русские так решили, что вот вы же и показали себя очень хорошо для русских. В Кавказскую войну, как и вы предавали без стеснения этих чеченцев. И вот они вот решили, вот после депортации, вот решили вот так. Насторожен чеченцам. Но хорошо, что Бог, Он же есть, Он же видит. Вот, и вот они не поняли, вот, представляете, в каком-то 70 каком-то году население Чечни, именно чеченцы население 700 тысяч. Вот они вздрогнули. Вот говорят, начало 70-х годов, вот, за эти 10 лет восстановилось население Чечни. Они испугались, и вот они начали пичкать всех этих ингушей вот, с разными должностями, чтобы все вот это немножко прибрать наши чеченцы. Ну хорошо, у нас были очень громкие имена, очень громкие, академики, и профессора, и писатели, и поэтессы, и вот громкие на всю Советский Союз. И вот как Расул Гамзат, вот это, и вот они не могли это исчеркнуть. Вот. И вот я не знаю, кто в советское время учился, вот у нас в классе тоже было очень много. Теперь жалко, я бы их всех собрал. Представляете, если я знал бы, что вот так обернется наша история, я бы очень, у меня было очень много карт, я же был, типа, географией интересовал. Сколько, вот у нас районы, библиотека, выкидывали эти книжечки, все можно было, все чеченское, может, сколько книг я прочел просто их, и карты я видел. Если я знал бы, что даже писать эти картины, все бы сохранил бы. Вот жалко, вот, что так получилось. Нам, знаете, предстоит еще вот это. Если делать вид, что ничего не происходит, это неправильно, потому что происходит на наших глазах, не стесняясь, представляете? На наших глазах все это происходит. Они не скрываются, они как в советское время, чеченцы, тайны секса у них нет. Они все открыто, все открыто, все открыто. Этих 10 провокаторов, я не знаю, там, может быть, да, это скромно сказано, 10, их сотня таких известных людей, которые вот решили вот во благе Ингушетии. Радует одно, что вот их, да, они, может быть, где-то преуспеют в своем лжи, лицемерии, но вот результат будет один, как всегда был. Вот им кажется, все, они взяли золотой билет, как пригородный район, смотри, как подстилался под это все, все эти революционеры только были ингушские, как будто бы других революционеров. У нас Асланбек Шарипов, Гапур Ахриев, даже Декалу, сколько их было, вот не только вот эти Гойговы, только это Зязикова, вот это Подхалимов, вот этих Аджинкидзева, вот это Кирова, вот это, вот они вот так делали, вот так, это чиновники, пользуясь своим положением служебным, чтобы вот свои преференции себе имущества. Вот так получше аннексия вот это пригородный район, это не значит, если ты живешь, это твоя территория. Это и так действует. Это вот в Чечне, да, монолит. Вот веками они боролись, чтобы эту территорию сохранить. Вы же ни один выстрел в сторону крепости Азрани не выстрелили. Вы ходили поклон, это вообще тропа. Уже, я не знаю, поклон вот Владикавказ.
Это, это вот так. А вот за Осетией они почему-то эта территория осталась. Потому что кабардинские князья вот решили, они тоже, как вы в горах были, но вот за их территория осталась. Почему ваша территория за вашей территорией не осталась? Вот это вопрос, потому что это значит, что это значит, это не была, это все было искусственно. Поэтому у вас то в одну сторону, то в другую сторону. Вы думаете, это вы сохраните вот это свою вот эту территорию? Нет, это тоже вам раньше казалось, все набережная сейчас Владикавказа ваш, он не ваш оказался. Даже в карте 29-го года его нет в составе Имутской области. Даже вот этот Малгобекский, Сунжис, ничего у вас в составе не было. И вот как будто бы, я не знаю, сколько там проживало людей. Вот в мире много государств, и вот это Тувал, вот мне очень нравятся эти экзотические страны. Вот это государство Тувалу, оно представлено Организацией Объединенных Наций. Вот он исчезнет, скоро должно исчезнуть. Знаете, что они делают? Все онлайн. Цифровизацию сделали, все это поснимали и сохранить, чтобы для будущего потомства в онлайн они хотят сохранить свое государство, оно исчезнет. Вот этот Сейшели, вот многие государства могут исчезнуть. Даже этот Голландия, если потепление будет во всем мире, и вот это, она же 2 метра ниже уровня, ниже уровня, это 20 или 40% Голландии, ниже уровня, дамбы спасает, но если мировой океан потепление пойдет, вот Северное море, вот это Гренландия, Миланды, и вот говорят, что это тоже может исчезнуть, если потепление будет, конечно. Если мировой океан поднимется, все, многие страны просто исчезнут. И вот это, как это, Сейшели, да, по-моему, Сейшели, Бермудские острова, тоже у них только 1 метр над уровнем моря. Вот Голландии 2 метра ниже уровня моря. И вот так, и вот они тоже вот так, все искусственно хотят, это искусственное государство, там нет ничего, да, у них как и Тхунгуше, и столица есть, и все есть, но это и все это искусственно. И вот они представлены во всем мире, и вот это, мне понравилось их, вот это, нет, если мы погибнем, мы оставим для будущих поколений вот нашу страну, только в онлайн, цифровизация. Это то же самое, что ингуши. Это не значит иметь правительство, не значит иметь свои границы. Их надо сохранить. И когда ты, это как бывает кобра, что ты не можешь заглотнуть, ты начинаешь заглатывать, вот ты потом можешь попернуться, да. Это все рвота выйдет. Заглотнуть ты не можешь того, что, имеется в виду, заглотнуть того, что ты не можешь. Вот это так не работает. Так не работает, товарищ. Нужно скромным быть. Вот если у вас такая маленькая республика, молитесь, радуйтесь, что у вас хотя бы вот этот клочок земли есть. И оно, это ваше, знаете, это вам кажется, вы можете все это проконтролировать, все это, как в ТикТоке, это нет, это не ТикТок вам. Это когда этот рубеж вы пройдете, который невозвратимый, все, вам кранты будут, как было кранты. История же вам показывал, очень много раз вам показал, что с вами может произойти, если себя немножко не удерживать. С одной крайности в другую бегать тоже, это наше время. Вот процветать, да. Вот надо процветать, надо строить, надо, я не знаю, вот это. И если где-то рядом Сингапур вырастает, или Абу-Даби, это не ваше, это чужое.
Не надо зариться. Если, да, даже можно маленький город красивый. Вот даже вот этот час, вот этот Бангкок, это только один час. Бангкок 50 районов, и там сотни маленьких районов. Вот это один из районов, из сотных районов, вот один маленький район. Вот это ничего, вот чтобы построить. Вот то, что вы видите перед своими глазами, это возможно построить. Это ничего такого. Там 20-30 зданий нет. И вот вы этого не можете. И почему-то вот думаете, вот вы обманете кого-то, хитро вот все это провернете, как вас, потому что опыт у вас был, и когда Кавказская война закончилась, тоже вы хитрость овладели землями, а потом революция 1918, это тоже хитростью землями овладели. Потом пришли к нам, чеченцам, тоже хитростью в 92 году с помощью русских танков, русских солдат, вы захватили чеченские два этих района Сунжского и Могилевск, которые никогда вашей истории, на ваших картах, даже Владикавказ на ваших картах нет. Что там говорит о Сунжинском, вот это Могилевском район, который чеченский, это малая Чечня. Да, там вы говорите, вот у вас оправдание, это не чеченское, это казацкие, потом до казаков мы там жили. Да, в ваших назранских просторах мы знаем, что там жили дикие кабаны. Цивилизация даже сейчас до вас, оно не дошло, как дикари, дотопными методами, вы вот так, как эти слоны, там, все на своем пути рушите. Цивилизация даже сейчас до вас не дошла, а 100-200 лет об этом даже смешно говорить. Нельзя вам верить, не верьте ни одному мужу, ни одному слову. Где-то вы что-то прочтете, не верьте, это ложь. Это с самого начала это придумано, с самого начала это у них это вот эти все сидят эти подростки, вот это придумывают эти сказочки. Вот я не знаю, какая-то болезнь ингушская, и вот это рождены они этим. И вот это странно, конечно. Очень, да, школ, скорее всего, их обрабатывать в университетах. Вот они поступают учить, вместо того, чтобы знать набрать, они набирают этого всякого неполезного мусора в голове. Вот пример Танзила тебе, казалось бы, женщина, казалось бы, замужняя, казалось бы, ингушка, мусульманка, все, что можно, вот это, что-то непорядки с этой мадам, не только с этой, другими комсомолки тоже самое. Вот они вот это поступили, это Азранский магаз, этот Ингушский университет, и там бывший профессор из Чеченского университета, из Орджоникидзе, ингуши осетинского происхождения, ингуши чеченского происхождения, которые родились там. Вот они пришли вот учить ингушей учить уму-разум. Вот они, вот их вот эти заготовки, их вот эти провокации, вот как-то они сумели вот поставить всех на колени, вот то, что хотят, то и делают. Вот сейчас так захотели, вот так они. Потом завтра захотят что-то другое. Потом против власти пойдут. Сейчас они испугаются, они боятся, что вот их прикроют как конторки. Вот сейчас они стараются только вот это кому претензии? Только братьям, соседям. И вот это, и бегает, орать, истерить там повода, без повода. Вот это кошмар. Вот поэтому это ошибка была чеченцев, что вас не раскрыли. Вот это в Чечне, Ингушетии вас даже не успели раскрыть ваших предательств, ваших коварных этих замыслов. Это было видно хорошо, что я-то знал, мне показалось очень странно. Вот я жалко, что я исторический факультет Грозного Чечено-Ингушского университета хотел поступить. Мой отец не захотел, чтобы я был строителем. Вот жалею всю свою жизнь. Сейчас я буду жалеть, потому что я, знаете, я такой человек, я ищущий правду.
Вот я бы вот эти корни нашел бы. И так я нашел их. И так их можно найти. В начале 90-х мы-то помним, как это было. Только один историк Виноградов был у нас, вот этот заместитель, вот этот Дархигова, вот этот время историки, вот эти большие специалисты, ингуши, помощниками русскими были. Что-то вот это Ибрагима, и то ученица вот этих Зарем Ибрагимова, историки, да, доктор наук, вот ученица вот этих ингушей, ученица она. Вот такие дела в нашем славном городе. Вот такие нехорошие рассказы. Но что мы можем? Мы можем, ничем не можем помочь им. Они в своем беде заболели, вот непонятной болезнью, и никто не сможет им помочь. Они только могут сами себе помочь. Жалко, что больницы в Назане очень мало. Нужно было, конечно, психиатрическое отделение там пару построить. Пациентов у них достаточно. Это еще час они такой предагонном состоянии, потом будет еще хуже. Сперва осетины враги, потом чеченцы, потом будут сами себе там грызть друг друга, как эти скорпионы в стакане. Вот так, такая печальная участь ждет этот народ, который, к сожалению, может исчезнуть с карты земли, если вот будет продолжать в таком негативном, таком разрушительном вот этом направлении. Геройство, знаете, нам не нужны никакие геройства сейчас. Когда нужно было показывать свои геройства, не прятаться в этих бурятских ущельях. И вот вы показали нам, вот мы знаем, кто вы такие. Вот это кажется, вот многие империям точно так же казалось, что вот сейчас мы еще завтра еще что-нибудь сделаем. Вот бывает, потом раз и конец. Я только буду радоваться, честное слово, буду радоваться, потому что вы это идете, вот вы, скорее всего, у вас не будет больше друзей, не будет соседей, не будет братьев, и вот вы останетесь один на один. Тогда мы посмотрим, вот так не будет. Вот потом вы поверите, вы так верите своим лжи, поверьте, что вы самый великий народ на этой земле, вас создал Бог, конечно. Почему-то это что-то ошибся, это Бог, когда вас создавал, какой-то сбой у него был, скорее всего. Даже вот это, можно сказать, вот видите, Бангкок, как он создал Бог его красивым. Даже этот город, какой он красоте утопает. Вот вас какой-то, я не знаю, эррор сделал он вам. Не доглядел, наверное, Богу было не до вас. Были, наверное, другие земные проблемы. Даже это писать, это самим не стыдно, вот это удивляет. В какой-то толку тихо, там нервно курит. Старенький, вот этот Джоан Роллинг, вот тоже, вот этот написавший это Гарри Поттер, тоже старенький там, фантасты и ингуши вообще. Фантастики его хорошо. Вот нон-фикшн, вы владеете этим фикшеном, вот, владеете фантастикой очень хорошо. Как вы собираетесь великие государства ваших ингушей, где вы собираетесь его разместить, вот это мне тоже. И вот иногда я задаюсь вопросом, да, хорошо, вы великий. Сейчас то, что сейчас устоялось в Чечне, там вы не сможете. Не сможете это Ачхамартан захватить, это Урус-Мартан. Это Урус-Мартан, это больше, чем у вашей Ингушетии, там население. И вот как вы собираетесь все это себе присваивать? Вот это вот. Там же проживают чеченцы.
И вот что-то вот это тоже. Вот сейчас этот и Марьям Елхароева, тоже предательница чеченского народа. Вот чувствуешь, когда все было хорошо, и ему очень хорошо жилось в Чечне, никаких претензий к чеченцам. Вот она директировала чиновничая, вот это была промысловском вот это отделе образования. Все было хорошо, когда чеченцы столкнулись с этим российской агрессией, вот столкнулся вот эта проблема, сразу все, вина чеченцев, не русские, которые их бомбили, это в городе Грозном, убивали, нет, вина чеченцев, что они посмели против России что-то сказать. Мы-то не смеем, мы-то молчим. Вот такие вот трусами, знаешь, ими, они рождаются, ими становятся. Подонками не рождаются, им становится. Вот вы, ваши примеры, мужчины, это наглядно. Вот как бывает, вот наглядный пример это вы. Ваша трусость на лицо, конечно. Сколько вы вот... Ой, мне очень нравится, когда чеченскую войну. Первый жертв у нас, один вот этот сердце остановился, этот доктор, министр, вот этот, один этот, сколько, вы знаете, сколько десятки тысяч чеченских парней отдали жизнь за свою свободу, за свое достоинство, за свою честь. А вы вот это мирное Ингушетия, вы уверены, что танк вам ничего не сделают. И это не ингуши, которые республики ингуши, это вы не путаете, это совсем другие, это наши чеченские ингуши, которые, чечен-ингуши, это 70 лет прожили с нами. Вот они, у них хватило духа, вот сейчас вам не хватает духа просто замолчать, просто не говорить этой гадости, не участвовать в этой подлости. Вот это даже, вот это у вас нет, вас никто не бомбит, вас никто не насилует, вас никто не таскает по этим подвалам, я не знаю, не ставит к стенке. Ни один чеченец, ни одного ингуша к стенке не поставит. Вы от нас не пострадаете, мы пострадаем. Вы у нас все воруете, все наше будущее вы отняли. Вот чеченцы как кровососы пришли в этот. И, конечно, и русские сделали вам скидочка, потому что вы их агенты, вы их стукачи. Поэтому везде вас расставили, чтобы чеченцы не посмели. А оказывается, наоборот это было. Мы, чеченцы, просто, знаете, мы достоинства люди, мы подлости не делаем. Даже этим русским мы не стали делать подлости. И вот они почему-то хотели обезопасить себя вами, стукачами. Вот это. Мы пострадали, мы пострадавшие, это надо еще раскрыть, это еще надо обследовать, это еще надо говорить об этом, что вы все у нас, все эти грозные квартиры заняли, в вашем Назране, вы должны были там жить, вот претензии не к нам, если вы жили в Владикавказе, почему вы на чеченской территории, на чеченской земле, вот этот гетто там устроили, всех чеченцев все отправили горные, и все, вы там наслаждались этим русским. Поэтому я говорю, наркомания, проститутки. Многие грозненские ингуши вот рассказывают, я просто молчу, как вы бегали на эти плешки, вот очень много рассказывал, я просто молчу. Я знаю эти, мне тоже рассказывают, я тоже находился в городе, жил в городе Грозном. Мы знаем все это, как вы это обслуживали этих русских. И просто это некрасиво ни к лицу, ни к нам, ни к вам, мы мусульмане, это было, это уже надо, вот это нет. Это вот от этого это идет. Вот это аморальные личности, Ялхарова, они не жительница города Назрани, она жительница города Грозного. Вот они все вот оттуда, бывшие жители Чечен-Ингушетии, чеченофобы яростные, все ненавидят все чеченское, вот еще нагло оскорбляют нас. И они уезжали, вот я не знаю, одного вот это стенки поставить, чтобы он, как в Грозненском трамвае было вот это случай в советское время. Чеченец, старик, ребенком поехал в город Грозный, где-то трамвай, что-то там случилось, и вот эта женщина, русская женщина, толкнула этого ребенка, и он упал, и он
умер на месте. Вот он просто, она толкнула его, они же были агрессии, там по-чеченски нельзя говорить. Ну, ребенок, трамвай, ему интересно, скорее всего, пошел вот эта женщина смотреть в окно, как трамвай идет. И вот такой случай. Этот старик не потерялся, а не стал ждать милиции. Сразу схватил эту женщину за горло и задушил, убил эту женщину, русскую. Убил он сразу на этом трамвае. Вот это. После этого они немножко успокоились. Но все равно кричали нам чеченцы, как дикари, вот старик, вот так. Мы все, знаете, что происходило, каждый шаг, то, что было в Чечне, мы знаем, Чечне, мы все это рассказывают до сих пор, все это мы слышим. И вы думаете, мы будем, не будем, вот мы не знали, что, чем вы заняты-то. Вот закрывает свои от чеченцев, смеется, вот это, здравствуйте, детектив, а потом закрывает свои форточки и колхозники. Как к второсортному людьми вы относитесь. Поэтому у вас вот тогда это было, не сейчас, не после 18-го года. Это тогда у вас это было. И вот такое пренебрежительное отношение чеченцев. И вот с русскими вот вы вот так и сделали. Это тоже, это преступление, это против моего народа чеченских. Поэтому 91 год случился, поэтому случилась революция. Чеченцы просто восстали против этого несправедливости, против этого фальшь-лицемерия. Надо было сразу же в 91 году во всех ингушей выслать из этого города Грозного, депортироваться как подсобников, как преступников. Вас надо было точно так же, как это вышло в этот нет. Мы чеченцы, мы снова, приходит красный, вы красный, приходит белый, вы белый. Вот так, поэтому называется проституция, она политическая, не политическая. Вот эта проституция, вот она и есть, продает всем. Что потом сохраните свои должности, вы, я не знаю, потом легли или по-чеченски, я не сидел, вот вам не стыдно самим? А потом, хорошо, мы это не будем говорить. Это было, это прошло, это были такие времена. Но сейчас-то вы орете на всех, потому что мы, где вы? Вас никогда не было, и звать вас никак. И даже эти русские вас, знаете, что с вами, это даже такую мелочь могли бы договориться с этим осетином, хоть что-то вам, хоть кусочек вам отдать. То, что вам раньше говорят, вы говорите, что вам, даже метр вам они не дали своим агентам, своим стукачам, своим подсобникам. Ни метра вам не дали. Благородство чеченцев, это хорошо, что вы свои рты погано открыли. Хорошо, что вы сейчас бегаете, все это раскрывает свои эти подпольные сети. Вот это притоны. Мы знаем эти адреса, они не так далеко, это не в Москве, это у вас, на Назране. Так что мы запасаемся, будем смотреть, просто вот нужно сориентироваться. Вот придет, вот, как бы не хотелось, придет этот час X, придет, товарищ муж. Вот придет вам ответить за все. Вот то, что вы творили, все, что вы, вот это, придет этот час X. Придет это, он придет. Вот лицемерие, врет на каждом шагу. Вот я не знаю, вот это я свидетель этому, как я подростком, парнем, случайно попал в ваш Назрань, вечер это был. Мне это показалось, что там будет маршрутка, один Кавказ уехать. Какой там маршрут? Я потом думаю, может пешком, там здесь же рядом, там можно дойти попуткам. Потом это мой товарищ со мной, который ехал, он говорит, нет, мы ехали в Ростов, я на Украину, вот он куда-то в Ростов, потом оттуда к своим родственникам куда-то ехал.
И вот это мы оказались этом Назране, это конец ноября, моросил, и на начале ноября, конец. Все равно снега не было, но моросил дождь, холодная погода. У нас сумки с собой, и мы два молодых, ну там не было такого, чтобы гладко стрижены, такие огурчики. И не было, что бояки, не бояки. И даже два парня. Видно, что куда-то едут, вот это. И вот эта женщина, вот эти ингушские матери, вы представляете, какие они детьми, даже тогда. Вот это, нет у нас гость, где у вас гость? Покажите, где у вас гость. Вот сейчас я сказал бы, хорошо? Где у вас, можно я? И главное, вот ни один парень, ни одна девушка. Я не знаю, вот во всем городе Назране не нашлось одного порядочного человека. Одного. Наоборот, смеясь, мы потом оставили это за затею. Думаю, гостиницы раньше не было, сейчас это гостиница, может быть. Потом думаю, хотя бы закрыта какая-то обстановка на Московской улице, я не знаю, где-то мы тоже трудно сориентировать, хотя это было село, городом трудно назвать, Азрань. Но то там сидим, никому не мешаем, это остановки. И думаю, ночью поспим, там дикие животные, наверное, Назрань не тайга, там дикие животные ходят, ничего с нами не будет, представляете? Какой это позор. На машине мимо проходит, сколько ингушских парней мимо прошло. Видно, что мы чеченцы. Видно, что мы оттуда приехали. Там, наверное, не первый раз это был. Но вот все вот делали вид, что нас не существует, просто не существует. Потом эти девицы стало интересно, два молодых симпатичных парня, вот они тогда начали смеяться на нас пальцы, пока как бомжи, вот это ваше братство, вот это ваше, вот это. Вот тогда я сказал своим родственникам, в Украине приехал, я рассказывал, нет, это не, ты что, ингуши так, они же грозно, мы их сколько кормили, ты что, мы такие братья навек, вот это, да, у нас в Грозном, да, они хотели, не, у нас, да, у нас это они, нет, это они у себя дома были, не в гостях у чеченцев, они у себя дома, вот они так считают. И вот сейчас уже привыкли, что Чечня это ихняя, вот сейчас вот такие выкаты. Вот все это наше, это не ваше. Вы приехали, а сейчас ухищрять, умудрять, что так только не придумать. Сейчас последний вариант, вы из дагестанского какого-то села, вот вы оттуда пришли, типа вы, ну вы знаете, да, это, конечно, не оскорбление дагестанцев, но существует вот такое понятие, что, ну, вот такое, силе, вот это, конечно, немножко по-российски это, но вот существует, вот хотят вот нам указать свой адрес, который непонятно они откуда, непонятно какому национальности они принадлежат, скажем, присоединялись к нам, начали совместные браки, и вот получилось, что и религии там вот это, и вот благодаря этим кабардинским князям, благодаря вот это, наша это была Таймир, по-моему, это, который за них заступился у кабардинских князей. Вот эта история, вот это не новодел, это в мире всегда так получалось. Вот пришельцы, которые непонятно кто, вот они всегда захватывают чужое, всегда все себя переписывают. Это не новая наша современная история. Было немало народа, которые себе все присвоили. И они тоже далеко не ушли. Единственное, вот две чеченские войны, которые нас очень сильно ослабил, очень сильно нас потрепало. И мы даже сейчас, после даже, казалось бы, да, мы строим эти дома, да, развиваем свои села, города, но все равно у нас руки, они доходят до таких мелочей, как эти ингуши. Нужно было. У нас и телевидение, все что угодно, тысячи это журналистов. У нас намного большой потенциал, чем у этих ингушей, которые с колен все это лепят. И все вот это
И можно было, конечно, противостоять, но старается вот не замечать их. Я тоже, наверное, буду стараться вас не замечать. Вы и не существуете. Вот ваш период мы вам указали, вы мне говорите, а вы скажите, раньше у Шурма, шейх Мансур, в 1770 году он захватывал Анапу, крепость, Кавказская война, Анапу, чеченцы. И потом это имам Шамиль тоже, он посмотрел историю, чеченцы же могут сделать. И к вас, ингуши, там состава, конечно, не было, были кабардинцы, адыгские племена. И вас не было в этих героических сражениях. Вы тогда вообще где-то там непонятно где находились. И вас, и вот это у вас, вот, боитесь, что вас раскроет ваша история. Мы-то знаем, это какая-то история. Это Ермолов вам. Его интересно, почему вот почему-то памятник Лермонтову появился Азрань. Хотя, причем Лермонтов, вот этот, да, он в Чечне, в Грозовской крепости, все он описал в Чечне, все вот это Пушкин, этот Толстой Юр тоже, в Чечне, все это про Чечню. Они сперва Крупного, который кавказский, вот Кавказовед, вот они присвоились память Крупного построить. Сейчас к Лермонтову. Надеюсь, вы построите этот памятник Ермолу, вашему благодетелю. Это вы же хотите нас уничтожить, если могли бы. Конечно, вы бы. Они кричали на это, уже бы в действии, как в 92 году пригородный район, точно так же. Пришли бы уже к нам. Сперва бы Северноводский район Сунжинский наш захватили бы, потом Терские, Затерские районы, потом, это понятно, Галанчоз, это понятно, потом и Тумкали ваш, Шатоева, все ваше, все ваше. Ваша история в 3 этих поселках, так что... Даже не смогли даже Азрань столицу сделать. Нет в таком. Никто не строил новую столицу, только вы умудрились. А даже нас в городе Грозно 90% был разрушен. И то нам сказали не построить, а перенести город, второй город Чечни, перенести столицу. Мы отказались. А вы чисто с поля построили новый город. Не город, а поселок построили. Городом, да, нам 17 тысяч, 20 тысяч населения, да, 20 тысяч там нет. Это городом называть очень сложно. У нас в Чечне очень десятки сел, 20 тысяч населения. Вот такой небольшой экскурс в вашей истории. Ваша ложь на лицо, конечно, вы будете лгать. Это не вас не украшивает. Бедные эти ингуши, которые тружены, которые ни при чем. Ваши амбиции этих осетинских ингушей, это чеченских ингушей, которые, когда им было хорошо, жили в Грозном, в Орджоникидзе, Назрань свою не хотели возвращаться, хотя там эти заводы, это все было там. Нет, вы не хотели. А сейчас там у вас вышвырнули, сзади пинок дали, вышвырнули, оттуда в Грозному первый выстрел, вы сбежали оттуда, вы сейчас пришли на Назрань, сейчас, представляете, точно самое, что вы делали в Владикавказе, и то, что вы делали в Грозном, вот эта эксплуатация этих ингушей, которые ни при чем. Вот ваши амбиции, это, конечно, вам мало, этот Назрань поселок вам мало, поэтому вы хотите заглядывать туда-сюда. И потом, а почему и нет? Почему и нет? Вот так думаете? Даже я, простой человек, который просто со стороны посмотрел на вас, понял, что вы за народ. Я представляю, которые грамотные, эти академики, историки, писатели, что видят они в вас. Никогда мелочим, если у вас великая история, она может, действительно, даже малый народ может иметь великие истории. Но это не к вам относится, товарищи.
Если у вас это было бы, вы молчали. Как чеченцы молчат, нигде вы, это кабардинцы молчат. Все молчат, даже осетины, все молчат. Только вы, аварцы эти, вокруг Чечни, которые находятся, вот эти кумыки, я не знаю, как это, кумыки, да. То, это раньше все было кумыкское, да. С каких степей вы, откуда пришли? Это аварцы то же самое, выскочки. Где вы раньше жили, где вы сейчас живете. То же самое относится к вам, Гуша. Вот ваши претензии не имеют никакого под собой основы. Вот это вы в это врете, заврались, вот это, вот, когда все вот это вам очень нравится, это все, вот буду говорить, писать, ой, будете писать. Надеюсь, у вас все будет хорошо, потому что из-за этих кушки, вот этих проституток, наркоманов, нельзя огульно обвинять весь ингушский народ. Среди них есть немало достойных людей. Я надеюсь, вот это вот зло у вас уйдет из ваших квартир, из ваших улиц, городов. Пусть они себя, я не знаю, вот они прискакали из Грозного, и вот над вами командуют. Там они командуют, у них же опыт же очень обширный. Вот они привыкли вот на широкую ногу жить, кувыркаться без разбору. И вот поэтому они вот такие амазончики ваши. Все крадут, все, что хорошо лежит, присваивают себе. И вот даже легко, находясь на назранских кабинетах, вот все это онлайн все себя присваивать, все это подделывать. Не надо ходить по этим горам. Только когда включают камеру, вот для 5 минут вот это они съемки, да, мы пойдем в горе, чтобы на камеру запечатлеть это. А так никаких исследований, ничего. Все, просто будем говорить, что это наше и все. Вот такие дела. Много, вот за все это время я все, что мог, сказал, очень много, вот вам кажется, очень много полезной информации там в каждых роликах, я не могу постоянно повторяться, поэтому у меня, казалось, в одном ролике можно все совместить, нельзя совмещать, это все разные вещи, так что, товарищи, можно найти, можно вот, посмотреть. Я, конечно, скорее всего, буду округляться, потому что я уже устал говорить. Устал говорить. У меня другая задача. Сейчас, скорее всего, надо уходить с работы. Книжку вот какую-то издам. Даже не стоит. Зачем мне издавать? Я просто для себя я буду писать. Зачем мне это надо? Я не ингуш, я это не страдаю вот этим эгоизмом. Пусть другие вот растет много писать, достаточно достойных людей и в Чечне, и в Ингушетии. Но вот это, знаете, нельзя отдавать власть вот этим выскочкам. Это. То есть они действительно болели за вас, товарищи ингуши. Они находились в этом назране и в радости, и в горе. Вот брезгали вашим назраном, вашими ингушетами, они брезгали, жили то в Чечне, то в Осетии. И вот сейчас, да, прискакали к вам, потому что задница нигде подставить, все занято сейчас. Вы никому не нужны, ваши агентов выслали. И вот это, и вот, да, мы сейчас очень бурную деятельность ведем. Не во благо ингушетов, а во благо собственных карманов. Вот обогащаемся. Сколько они квартир накупили. Заказчиков и не хватает, эти русских, эти украинцев, грузинов, дагестанцев, самих ингушей, которые почему-то не любят, когда другие лучше их. Вот этот Тамерлан самые хорошие слова сказал про чеченцев. Когда там сложно было к Баку, вот так, в Дагестан, то прошел чеченский горы, очень массовое население противостояло. И вот он спросил, что за народ, удивился уж так,
Вот они все восстали против него. Вот он сказал эти хорошие слова. Достойным уступить это не есть позор. Это Тамерлан не вам, это чеченцам, он сказал. Вот эта история, она сохранилась, вот эта фраза. Достойным уступить это не есть позор. Так что если рядом вот такие города будут возникать, они у вас, у ваших соседей, вот это не есть поводом придирки, не есть повода притязания. Это, они трудятся, они днем и ночью работают. Вот точно так же, это без костей, это же онлайн сидит, камеру включает, это болтать, это то, что ты болтаешь, благосостояние твоего народа не повышается. Это надо трудиться, это надо потеть. Это надо, знаете, действительно болеть. А не так, просто прикрываясь от патриотизма, вы творите, я не знаю, многие, представляете, казалось бы, это сейчас в Москве, в других городах такое происходит, но очень сложно в это религиозное общество, вот как ваши ингуши, вот такое разврат, все вот это возможно. Возможно только в одном случае. Если вы прикрываясь патриотизмом, прикрываясь благими делами, вот вы скачете по этим площадям. Когда в 2018 году я репортаж увидел, женщин, которые замужние, остались на этой площади с чужими мужиками всю ночь. Они там проводили, костры зажигали, там кушать готов. А где ваши мужья, где ваши дети, где ваши марда? Мы же, они русские, мы же не казаки, у нас какие-то традиции, обычаи. Вечером женщина замужем не может просто выйти где-то по площади. Ведь у нас в Чечне днем они находились, потом они все толпами уходили, я вам рассказываю, как в Чечне это было. Только пришли днем, выступили, и потом они уходили домой. Ночью женщины, там они сидели, революционерки с чужими мужиками. Вот это странно, очень странные вещи. Чему мне удивляться, тоже непонятно. Я же вас давно раскрыл, ваши эти секреты. Вот я смотрю на этот солнечный Бангкок. Ой, как там хорошо. Да, жизнь не такая сладкая, как у нас. Страшное жарище. Духота, но все равно вот что-то есть там. Вот я находился в этой гостинице, вот напротив, я просто приблизил, а так это очень далеко, вот я на самом верхнем этаже идиот. Никогда в жизни в гостинице на самый верх этажа не полез. 40-этажное здание, я полез на самый, а там, знаете, бассейн водой. И такой ливень, тропический ливень, знаете, да? И когда самый верхний этаж, и в окно это ливень, там без конца. И до этого там же было маленькое землетрясение, Мьянме. Вы видели все эти кадры в гостинице Бангкок, когда вода с бассейна на тротуаре, вот это вся разливалась. И я просто решил впечатлиться, на самый верх полез, мама мия, ночь. Как это странно, как живут люди в высоких этажах. Начал капать этот дождь, потом оказывается где-то трещина после землетрясения. Это же они заметные трещины. И вот когда прямо на эту трещину этот дождь идет, и туда начал ходить, я потом вспомнил, что вокруг бассейн стоит сверху. Огромный бассейн, там, на целый этаж стоит бассейн сверху меня. И я потом подумал, вот идиот, больше я так в гостинице не буду находиться, потому что так кажется, они, в принципе, вот Бангкок, они сейсмическая зона, поэтому там много небоскребов, очень много. Это просто ничего там, весь этот Бангкок небоскреб. Но
Вот 500 километров, 600 километров от Бангкока, в Мьянме случился землетрясение, 700 километров от Бангкока. Но все равно это, вы знаете, да, магнитуда вот этого землетрясения чувствуется в других уголках. Вот этот Бангкок трясло, очень сильно трясло. И вот, конечно, там только одно здание, по-моему, рухнуло, строящее, и все. Один небоскреб, который строящий, рухнул, все, больше ни одного здания там не рухнул. Это не значит, что они не пострадали. Пострадали, конечно. Какие-то невидимые вот этот швы, вот это. Они же не могут все это новые здания обследовать. Это в Европе, да, это у нас же европейские стандарты. И там, конечно, они бы все эти щели заделали бы вот все. А так, если ты не видишь, а им-то что? Конечно, там не так часто, как в Японии, случается землетрясение. И вот эта вода, окно, когда начал капать, я удивился. Я потом на второй день говорю горничной, я же люкс номер, у меня была вода, все, кола, фан, все бесплатно. Все вот этот холодильник был забит этими соками, яблочный сок. Я помню, оранжевый, яблочный, кола, фанта. 4-5 у меня была вот эта вода из стеклянных бутылок, все было. Ну, такой хороший номер был, шикарный номер. И вот вода пришла в мой дом. Я потом 2 полотенца поставил, и странно, вот эти вещи, да. Короче, скоро тоже обратно. Буду ждать этого дня. Надеюсь, я больше не буду репортажи снимать. Я очень устал, потому что это одни двери, вот кричишь, орешь. Достучаться очень сложно, конечно. Несправедливость это, вот, меня всегда волновало эти вещи. Как это несправедливое, огульное обвинение, огульное вот это, несправедливо вот это, понятно, если ты самое главное, низменные вот эти, и вот это, как они легко соглашаются с ложью, вот это, когда ты постоянно врешь, ты считаешь ложь правда, вот они поверили, те верят сейчас уже, вот это же ненормально, вот это молодежь их, эти старики, представляете, за счет чеченцев приехали в Европу, вот это сидят там, возникает, вот, нагло, представляете, ты стоишь в чеченце, не стесняясь тебя, все, что хотят, скажут про чеченцев, про эту главу республики. Ты даже не сможешь даже что-то возразить. Они скажут, дожди, на телеканале «Дождь» был репортаж про Рамзана Кадырова, вот это настоящее время, вот вся и начинает тебя вот это. Потом сколько раз этот парень Ингуш мне про это. Потом я думаю, я хочу, знаешь, а ты, почему ты так говоришь про Рамзана Кадырова? Потом, скорее всего, другим ингушам сказал, что он так сказал. Я говорю, при мне, а не говори, вот давай мы нет, я политикой, не надо, у вас же Чечне гея, вот их возмущаешься, их там убили. Это же так, это же кровопийцы, это же диктатор, это золотая клетка. Да, у вас все строится, у вас все хорошо, но это золотая клетка, там для людей вот это пропаганда, да, вот ты не можешь, вот даже сколько всего вот было, даже 2018 год, сколько оскорблений против чеченцев, я не могу этому ингушу сказать, что вы же, почему вы оскорбляете нас. Вот они вот с этих тем, чтобы уйти, вот политика, вот это все. Это Рамзан Кадыров такой монстр. Я говорю, мне он нравится. Молодец, говорю. Молодец. И вот так это. Не смог я до него донести, сколько раз я в гости ходил, сколько раз он ко мне ходил, сколько раз мы ходили по этим улицам. Вот все, что угодно, кроме вот этого взаимного, вот это же важно. Для меня чеченцы очень важны. Почему я хочу узнать, почему вы так настроены. Я-то знаю это, потому что вы просто решили, как всегда, по легкой пути пойти.
присвоить чужое себе, потом на весь мир это выкатит. Мы, ингуши, великая нация. Величие вашим не в этом, вашем, свою историю даже. Знаете, амазонки, вот это всякие, скорее всего, это кто-то там просто насмехается над вами, скорее всего. Вот как это может быть, вот кургас, вот это с Крисмас, Новогодом, вся католический вот этот обряд, эту шапку, церковь вы нашли, грузинский, это самое главное святыня Ингушетии. Тхабаверди, это святыня Ингушетии. Самое главное, вот это святыня у вас. Это понятно, нашли. Потом еще этот курган. Тут в фламандских, вот этот антикварных лавках, вот, можно, знаете, вот это какой-то Крисмас, что-то такое связано. Это гномы в вот этих шапках ходят. Даже это, вот этот, толкуем, вот, не толкуем, вот это, Гарри Поттер, там тоже это есть. И мы что, не можем догадаться, вот я в голландском, раньше у меня был этот, какой-то программе я видел, и там тоже это показывал, вот этот, там, правда, вот это двухстороннее это было, и это колокольчики, да, это смешно. Это имеется в виду семья гномов, вот такой вот этот, флоп, по-моему, называть этот, вот эта история, флоп. Не знаю по-английски, что это означает. В принципе, можно узнать. Вот это. И сейчас, раньше это не было это интернета, поэтому старые вот этих, их мало вот этих интернета этих. Вот это взять и просто присутствовать. Амазонки, самое главное, амазонки, откуда они могут взять за 10 тысяч километров стоят эти амазонки. Вот африканских этих степях, дебрях, где джунгли, это амазонки. Вот это в бразильских джунглях, вот это амазонки. И вот это Папуа Новая Гвинея, вот там где-то там за 20 тысяч километров это Амазон. Вот где ингуши, где Амазон. Тоже. Вот, и вот так это все, это заново, все вот это делается, что насмехаясь, вот, веселяться там. Это мы поняли, что вы кувыркаетесь там, пьете там, какой-то вот этот бодуна встает, и вот у вас вот такие извращенные фантазии появляются. Это же как это пропускает издательство, как это пропускает вот эти газеты, как это телевидение еще, главное, восхищает. Вот это меня удивляет, вот всеобщего вот это, всеобщего вот это радость всего вот этого. Это хлама, все вот это извращение. Вот. Поэтому я не удивлюсь, вот как это Тунис, по-моему, какая-то арабская страна, Ливия, Тунис, я не знаю, вот то же самое. Они открыли все вот это, и все эти арабы со всех этих вот этих районов, я не знаю, городов, других стран приезжали это государство, чтобы там сигареты покурить, алкоголь выпить, женщин там, не знаю. Вот точно так же, я не удивлюсь, это вот вы хотите вот уйти от корней своих, уйти от всего, и вот этот, конечно, вот странно, конечно. Это, когда подумаешь, что это мусульмане, вот удивишься таким вещам. Дикари, вот вас описывали дикарями, я поверю, конечно, на слово этим русским вашим благодетелям, что вы дикари были раньше. Вот такое. Ой, сейчас я устал говорить. Все уже проговорено, все уже высказано. Понятно, уж и вы больные люди. Чеченцы тоже немножко приболели, потому что не видят дальше своего носа. Казалось бы, грамотные люди. Казалось, как это можно зависимость от вас? Зависимые от вас. Вот жалеть вас. Я вас не жалею. Вот я лучше о себе пожалею. И, я не знаю. Ну, такие дела.
издевать вас благоразумие, это бесполезно. Пишите вы мне это, газ, не пишите, мне пофиг, что вы делаете. Знаете, таких пустых, таких ни в чем. Я бы мимо прохожу, даже не смотрю на вашу сторону. Вот так и надо с вами вести. Вот вчера я просто, они пришли бы снова в мою дверь стучать, вот, чтобы я открыл. Специально, у меня много комнат, я в свою самую вот этот балкон, который внутренний двор, комнату зашел, включил телевизор, включил все, что у меня есть, стол за себя сделал. И я праздновал, просто потому что наглости хватает вам. Вот тот раз он пришел 30 минут, вот специально он на что-то озлобился, что-то я сказал, вот хотел на лицо все это высказать. Герой. Вот уехал с Назрания, вот колхоз остался внутри. Так не бывает. Сколько раз я ему предложил, вот хорошо, сейчас даже он, может быть, хотел меня снова, не знаю, подружиться, я не знаю. Вот это не бывает игра в одни ворот. Не бывает одни ворот. Не бывает. Я отдельно, ты отдельно. Вот болтаем по телефону. Друзья по WhatsApp. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому все. Я ни с кем не хочу общаться. Никого. Лучше уезжать куда-то. Все. Не знаю я. Не знаю, что будет дальше. Но понятно. Как раньше оно не может продолжаться, конечно. Не будет как раньше. К сожалению, как раньше не будет. Все равно ход какой-то был, вот этот отдушина. С кем-то нужно говорить, вести социальную жизнь. И пытаться, я не знаю, все равно же интересно. Да, свои причиндали, свои заморозки, но это так. А что мы сделаем? Ну, ничего не сделаем. Сейчас что-то они пишут. Вот что мне не нравится, когда я что-то снимаю, начинается вот этот письма проходить. Ой, это YouTube достал, конечно. Вот. Ой, они, вот, знаете, вот комментарии, лайки шли вот один, вот они, вот бывает там оставляют час или два, вот, чтобы комментарий делать, а потом или лайки, вот убирают все вот это. Я заметил, что иногда бывает, убирает, вместо того, чтобы расти, вот убирает. А потом я, когда ты на самое главное, вот студию YouTube заходишь, в один комментарий столько же, и вот это лайки столько же. А вот по видео, нет, я 1000 видео посмотрел, там не может быть 1000 комментариев, лайков или что-то такое. Но там бывает 1000 видео или 5000 видео, там 400 комментариев, я очень много убираю, иногда 600, 700, 800, даже 1000 комментариев были видео, которые заходили. И я их убираю, но там должно быть 200-300 лайки, дизлайки, я не знаю, вот это интересно. Там больше 60 оно не пускает. Ни в один мое видео, вот ни один я снял десятки. Только вот западное что-то я снимаю, там, да, может быть, я их заблокирую, несколько видео, где 170 лайков, вот именно, вот, конечно, вы пишете, строчите. Ну, ничего, мне это не важно, мне это пофиг. Вы пишете кем-то, не пишете, ставите лайк, не ставите лайк. Но вот некоторым кажется, вот специально это интересно, это, скорее всего, что-то ингуши, какой-то ноу-хау знает, вот это алгоритмы YouTube. Они массово, наверное, что-то там делают, и вот YouTube прекращает вот эти, иногда прекращает комментарии, иногда прекращает вот эти. Да, комментарий ты пишешь, она как бы остается, потом ты смотришь, комментарий нет. Лайки то же самое. Лайки это вообще, вот ингуши это знает, и вот потусторонним человеку покажется, никто меня не слушает, никто не ставит лайки, вы просто ошибаетесь. Вот ошибаетесь, потому что в студии у меня очень впечатляющие результаты, и я конечно, лучше бы мне бы снимать про себя. Иногда можно было бы вот так
вскользь, мимо, вот, что-то сказать про политику, вот это. Все равно же и другие блогеры так говорят. Но сейчас после этих политических идиллий, битв, это сражение, скорее всего, не получится домашний блог, потому что вы будете хейтить меня по поводу, без повода. На что мы сделаем? Ничего не сделаем. Тем более, я сейчас немножко улучшил свою речь русскую. Очень сложно было, вначале очень сложно было. Почему я сейчас заметил в последнее время, очень спокойно я могу говорить. Вот это улучшение вот бывает сейчас. Будешь говорит, и пойдет улучшение. И я не знаю, может, у меня очень много произведений, может, я-то задумал так, будет читать, вот это. Кому это нужно? Никому не нужно. Кому нужны вот чеченцы, вот такой посильный, пассионарный народ, вот удивляюсь, удивлюсь. Даже вот я, любое чеченское видео, я всегда лайк ставлю. Всегда, я не прохожу просто так. Любое видео про чеченцев, кто-то русский про чеченцев, что-то говорит. Вот это то же самое делают ингуши. Вот наши, вот это нечто с чем-то. Это нечто с чем-то. Их оскорбляет слова чечен, сказанные справедливо в адрес ингушей, но не оскорбляет слова ингушей, которые несправедливо сказаны в адрес чеченцев. Не оскорбляет, не унижает достоинство. Вот я не знаю, скорее всего, это грозненские школы, это где учителями, это директорами эти ингуши были. В этой какая-то школа, какой-то не воспитал какой-то пласт непонятных людей. Как бы сказать, какая разница, это пласт людей. Удивляет, конечно, удивляет вот это бесправие, вот молчание, это правительство угощить. Это же это революционеры, как рождать, царь хотел их тоже. Вот это то же самое, что были большевики. Одно, вот эти ингушские революционеры, революционерки, комсомольцы, комсомолки, и сейчас подрастает еще пионеры. Подрастают пионеры. Вот такие дела. Ну, давайте будем прощаться. Это можно говорить без конца. Ужас без конца. Кошмар без конца. Попрощаемся с вами. Я надеюсь, в этом году многие... Вот все у нас будет хорошо. Уйдет эта взаимная ненависть, уйдет эти проблемы. Не знаю, должно быть, наверное, лучше. Вот я тоже для себя очень многие сейчас планы наметил. Может, сегодня я не буду, завтра уже встану, бегу, у меня начну бегать, вот это. Буду за собой следить, своим питанием. Придется, конечно, очень много дел сделать. И надеюсь, у меня тоже все будет хорошо. Назло некоторым врагам, назло этим хейтерам. Не пропадем, конечно, не пропадем. Хотелось бы, чтобы было лучше, но мир вот так устроен. То, что мы хотим, не всегда мы получаем. Но нужно стремиться, это нужно ежедневно, вот это, если будешь идти к цели, добьешься своего. Вот такой маленький вывод, если не обязательно быстро, да, можно откласть на 1 год, на 2, вот, все равно дойдете до того, что вы хотите. Все должно у нас быть хорошо, не должно быть вот так плохо, честно. Как не хочу я, чтобы вот, даже вот, говорить, это же негатив, это остается в тебе. Зачем мне это надо? Конечно, не надо. Зачем я буду травить себя, вы представляете, на ровном месте? Казалось бы, это действительно это не касается, потому что я уже давно не в Чечне и не в России. И
Да, если был бы связан какие-то узами, я не знаю, какие-то семейные, вот, или родственные, это понятно. И когда ничего нет, зачем это мне надо, что я хочу делать, тоже непонятно. Просто это несправедливо так, это несправедливо так делать. И я тоже некрасиво. Никогда не украшает людей, если ты лжешь. Это не украшает. Люди замечают, это видно издалека. Представляете, какое должно быть об этих ингушах, вот это мнение, вот соседствующих народов. А осетины вообще, они глаза вытаращили и смотрят, ой-ой-ой, как это ингуши так говорят про чеченцев. Это ингуши, кто бы молчал, мы-то знаем. Я надеюсь, просто они сейчас не хотят снова, если они начнут, эти ингуши, начнут их хейтить, поэтому, скорее всего, многие не хотят снова. Они уже настрадались от этих ингушей. Это прежде чем чеченцам разобраться, они разбирались с этими осетинами. И их мучили днем и ночью. И сейчас чеченцы, они, наверное, вздохнули с облегчением, что их оставили в покое. Я тоже не хочу, вот, у меня никакой радости с соседями нельзя воевать, с ними нужно дружить, дружеские отношения строить. В любом случае, сосед есть сосед. Вот, ближе, кто? Да, амазонки, наверное. Наверное, Жан-Ив Кусто, они смотрели эти документальные фильмы, впечатлились. Это, как вам сказать, это, скорее всего, где-то там написано, что так, они где-то в военно-грузинской дороге, вот этот Владикавказ, Тбилиси, и там, конечно, многие проходили мимо, там путешественники, эти географы, эти историки, я не знаю, этнографы. И вот они описывают, они им туземный народ, чтобы не писать дикари, они, наверное, писали амазонки. Это имеется в виду то же самое, что и слово дикари. Это народ, который... И вот это где-то кто-то написал, сразу вот видишь, амазонки про нас писали. Да, амазоночки наши. Я вам рассказал, как они бегают этих джунглях без этой одежды. Вот вам самим это, даже представить это стыдно. А вам это пофиг. Вот так будет проходить наша жизнь, вот, бесконечных этих взаимных обвинений, этих притязаний. Мы-то не претендуем, никаких претензий не имеем. И то свое, и то после столько-то лет сказать, что вы это присвоили себе и забрать. Вот повод вам дай, повод вам. Просто нужен был повод придраться чеченцам. Вот вы придираетесь. Но это, знаете, вы никто. Это потом вас тоже поставят на место. Или сами русские, или сами чеченцы. Вот укажут вам свои места. Вот вы притихли в 2018 году, когда их начало арестовывать, вот вы сразу притихли, испугались, там, не знаю, штаны по ногу ложили все, вот, молчали в тряпочку. Потом вдруг их начали отпускать, вот тогда вы снова вы, или кто-то вам, это даже не, это может быть случайное стечение обстоятельств. Кто-то дал приказ, сдал вам, ваш Господь немало вас. Вы прислуживаете всем, кроме этого Господа Бога. Вот ходит под этим Богом, лжет, и все, что Бог не любит, вот вы делаете. Поэтому от вас Он отказался. Поэтому Он с вами не хочет иметь дело. Вот результат вашей плодотворного труда мы видим. Мы видим третий поселок.
3-4 камней, то не вы восстановили, это вот этот Гутерьев восстанавливает, он даже вам это кладбище, все он делал, дороги. Вот вы сами не можете ничего сделать. Самое, даже в наше советское время наши отцы собирали деньги, мосты мы сами строили. Через реку, вот и ждали, пока советская власть это сделала. Вот самим, вот, если вы такие строители, почему вы не можете эти мосты построить, эти дороги построить, эти дома построить нуждающие? Вот это же не бывает так. Если строитель во всем. Мы строители башен, да, большие строители башен. Кого вы там собираетесь поселить? Это разумные траты. Лучше бы эти миллиарды, которые он выделил вам, вот, строить в горах, никому не нужны вот эти камни. Вот это через 100 лет, через 50 лет, все это, какое-то землетрясение, все это не будет. Это зря потраченный труд. Лучше дома вам нуждающим, детским сиротам. Я не знаю, что-то полезное он делал бы. Честно, я был бы рад за него, потому что вот он-то, наверное, преследует эту Гутерьев благородную цель. Многие звезды, даже Прохор Шаляпин, вот он рассказывает, когда в Москве, вот это в его офисе, эти звезды хотят стать звездами, табунами ходят в его контору, чтобы он выделил средства, чтобы стать звездой. Он пишет стихи, понятно, вот, творческий человек, как я, но он верит, я тоже раньше верил в огонь, вот, бюджет, вот этот проходимец, который в Испании сбежал от полиции, сбежал, приехал в Азрань, весь загорели, где он там строил эту виллу, непонятно. Или он на берегу моря там лежал, вот там, как это был, как вам сказать, работал барменом, я не знаю, вот такой загорелый, такой. Я тоже, в Испании живут, в Франции живут люди, он же не загорает так, только и кто на море лежит, ничего не делает, вот они загорают. Или это ходят вот эти аляры. Вот это тоже хорошо бывает. Это у Куцерева миллиарды у него. Да, это чеченские деньги. Вот вторая чеченская война, вот беженцы, как вы сразу магаз построить, сразу. Сразу вы приехали все в эту Европу. Вот чеченские горы, чеченские страдания, вот вы нашли эти деньги, которые чеченцы выделяли, вот вы нашли их применение. Вот тогда вот он, это я не просто так говорю. Тогда он вот создал свободную зону, Ингушетии. И именно когда Чечня война началась, нужно создавать это все, вот, чтобы деньги раскручивать. Это все министерства, вот эти ингушские, вот этот ревизионная палата, президент Российской Федерации, вот она провела одно министерство, им прислали 4 миллиона рублей на беженцев. Они что делают? Они закрывают свой бюджет 3 миллиона чем-то. Долги все закрыли. И чеченцы бублик получали. Вот этот лагерь, который Красный Крест там деньги давал, организация объединенных по делам беженцев, вот они эти деньги. Все остальное, российские деньги, миллиарды рублей оседало в ингушских карманах. Вот поэтому они зависели от этих беженцев. Они туда приписывают всех беженцев из Осетии 100 тысяч, 80 тысяч беженцев из города Грозный, ингушей. Это все ингуши. И в это, да, может быть там 30-40 тысяч. Это максимум 50 тысяч не будет чеченских беженцев. Да. Потому что в лагере наш даже 50 тысяч беженцев, это значит максимум 5 лагерей, огромных 5 лагерей. У них не было. Я по телевизору только один лагерь видел. Там должно быть хотя бы 5-10 лагерей. Знаете, палатка, одна семья. Сколько тут палаток нужно? 1000 палаток. Ты поставь, ты посмотри, там же нужно же инфраструктуру.
там же вода, все вот это, все это не просто так. И вот мне увидел, там у вас земли нет столько беженцев, 250 тысяч чеченских, вы утверждаете, беженцев приняли. Это там нет, вот это деньги, да, вы Москвой-то послали все эти списки, деньги, да. Поэтому и Назран вас обустроили, всю Мшит обустроили, личных поселков построили. И вот этот Магаз ваш вы достроили, ждали, пока война в Чечне будет. Поэтому это гутери вам эти башни строить. Это, знаете, мы, ваши страдания мы видим. Вот чеченцы, да. Моя тетушка, хорошо, что там жила моя тетка. Просто мне поэтому я так-то даже не стал бы смотреть. Моя тетушка была в вашем лагере. И вот я волновался, я постоянно репортаж смотрел, но я только репортаж с одного вот этого лагеря видел. Вот это, как они хлеб раздавали. Вот не было вот этих, вот то, что даже 50 тысяч чеченцев там не было. Все ваши ингуши, это ваши беженцы были. А потом говорить, что мы чеченских 250 тысяч беженцев. Да, сказки себя, вот как вы сейчас рассказываете сказочки, точно так же рассказывать тогда. Тогда вы, конечно, это хитро сделали, все чеченское, за бесценок купили все эти транспортные средства, все чеченское золото, вы вот это, все вот прибрали к себе рукам, поэтому и раскрутилось. Поэтому все ваши мужи по всей Европе сдались. Раньше чеченцы на все приехали. Раньше чеченцы, они приехали все. И не стесняются, что они жертвы чеченской войны. Кто ваш Назран бомбил, вот я не видел ни одного репортажа, что вы пострадали из этой войны. Нет, вы не пострадали. Вот это даже они тогда, это вот тогда вы, вот тогда у вас деньги пошли, вот поняли, что это можно себе оборот сделать, и вот тогда вы начали книжки писать, тогда вы начали, открыли рты, обогнали, как вы представляете, российского такой спецслужбы, все есть. Вот как их вы обманули, этих русских. Ну, конечно, с ними вы тоже делились. Если бы не делились, бы война это всегда прибыль. Это кровь для одних, прибыль для других. Вот вы делились этими деньгами. Вам же не жалко эти чеченские деньги, чеченских матерей, отцов, которые эти русские разбомбили, вот это беженцев. Вот, да, делили, да, неплохо с ними делили. И вы вот так, вот это, им не жалко было этих чеченцев, вам тоже их не жалко было. Вот результат мы видим сейчас. Это не сегодня, это даже не в 2000-х годах, когда даже не перед чеченская война, это даже а не 57-й год. Во всю свою жизнь вот так вы были. Вот смотрели на нас только с одним, вот зарис на наш, на чеченский. Вот такое у вас вот это дела. Надеюсь, все, да, поэтому я всегда рад, вот вам кажется, вы это потом снова вас накажет. Это Господь Бог, Он есть, Он вас накажет. Как наказывал всегда, всегда. Вот лишили вас это автономный опыт, который вам это революционеры, большевики дали, решили. Лишили вас, Сталин, это ваш любимый грузин, вот это ваш, это пригород, лишили. Вот так это, вот это так действует. И сейчас наши проклятые, наши чеченцы тоже Бог услышит, и вот вы получите, честное слово, получите. Потому что не может несправедливость вот так безнаказанно творить свои черные дела. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Конечно, я очень извиняюсь, я знаю, для меня тоже очень тяжело все это рассказывать, все это повторять, все это, я не знаю, эти обороты, это неприятно. Со стороны кажется тоже очень человек немножко нервный. Нет, я не нервный, я просто, я не знаю, так переживать за других.
Я очень переживаю за Ингушей, я понял, что они не люди, они монстры, они в любой момент вот, подлость сделают нам. Вот за чеченцев я переживаю за их наивность, за их вот это петляние, вот это делать вид, что ничего не происходит. Они сейчас будут говорить, они замолкнут. 8 лет болтают про нас. Они не наоборот сейчас, они воспрянули, никто им не противодействует. Все эти писатели, все эти историки, вот так боятся, я не знаю, если боятся Господа Бога, я могу их понять, но если они боятся, что вот они не хотят этот конфликт с ингушами, вот это странно. Вот это странно. Если ваши отцы, ваши деды не боялись, даже против Российской империи восстали. Сколько вы, чеченцы, поклали своей жизни. Вы был самый большой народ на Кавказе, почти 800 тысяч. Когда ингушей было 100 человек, у вас было 800 тысяч. Сотни раз больше, чем ингушей. У вас это войны, вот в этих войнах, этих бесконечных, вот это, у вас до 70-80 тысяч населения дошло. Потом снова вот эти депортации, снова население убрал. Вот я рассказывал, в 70-м году русские удивились, что население Чечни выросло, 700 тысяч человек стало. За 10 лет депортации, после 10 лет депортации, население 2 раза удвоилось. Вот они испугались, они боялись, что миллион чеченцев, сейчас 1,5 миллиона, третий народ в России, 1,5 миллиона, даже больше, скорее всего. И вот это не потому, что вот это, просто это народ сам большой, он вот по карте кажется маленький, вот это очень много, даже введено вот этот Веденский район, это 78-100 километров, это вся эта Ингушетия, вот этот, если посмотреть, один Веденский район, там и озеро Кизана, что там только нет. Что там только нет. И вот это, вы знаете, да, что говорить нам. Мы всегда были, всегда будем. Чеченцы были, чеченцы будут, чеченцы есть. Вот насчет вас, ингушей, мы очень сомневаемся. Конечно, нам жалко вас, ваших матерей, ваших отцов. Боюсь, что вы снова какую-то придумают какую-то комбинацию, и горе придет в ваши дома. Я надеюсь, все это успокоится. Я не знаю, что вы пытаетесь. Если вы на зарплатах, конечно, вы будете это до конца это свою обрабатывать свои эти зарплаты. Если вы просто ошиблись, или вам показалось, Бог пусть вас на правильный путь поставит, и наконец-то поймете, что кроме вас, чеченцев, кроме чеченцев у вас никого нет. Никому вы не нужны на этом мире, земле никому не нужны. Только чеченцы будут за вас болеть душой. Только они нужны вам вот в радости и горе, вот они, ваши братья. Хотя вы не считаете их, но они-то чеченцы. Почему-то вас считаете их. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем.